Сегодня у нас районное проводится семинар совещаний. Повестки сегодняшнего дня реализации государственной программы развития сельского хозяйства Республики Дагестан. Я хочу поприветствовать наших гостей с Махачкалы. В первую очередь это заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шамил Намзатович Алиев. Спасибо. Это представитель или сотрудники, специалисты Министерства сельского хозяйства тоже присутствуют у нас сегодня в зале. Еще начальник отдела по работе с клиентами малого и среднего бизнеса, это Намик Курбанович. Средний бизнес Россельхозбанка Республики Дагестан. У нас сегодня в совещании участвуют службы управления сельского хозяйства Южного округа, представители ветеринарной службы и других служб. Я хочу сказать большое спасибо нашему министру сельского хозяйства. Такое совещание проводится у нас в районе, потому что у нас район аграрный и уделяет много внимания Министерству Республики и другие структуры Республики Дагестан для развития сельского хозяйства в Дагестане и в том числе в Сулейман-Астарском районе. Поэтому я хотел бы, Шамиль Гонзатович, первое слово вам предоставить о реализации этого программы сельскохозяйства Республики Дагестан. Мы, в принципе, эти совещания решили провести по всем округам. И сегодня одновременно проходит совещание второго по Северному округу. Было в Леваша в Горном округе. Тоже коллеги наши, заместители мои, они каждый такой по направлениям, по округам выбрал. И сегодня вот мы встретились в Касумкенте, мне очень приятно. В первую очередь это совещание мы, наверное, сделали не для того, чтобы здесь мы не отчитываемся, мы, как говорится, не подводим какие-то итоги. Мы хотели просто больше был упор, чтобы каждый начальник управления сельского хозяйства пригласил с собой, руководителей КФХ, ЛПХ, то есть тех наших аграриев, которые, может быть, и в силу своей занятости не могут приезжать в Махачкалу, терять свое время и побеседовать о каких-то наболевших вопросах, которые сегодня имеются. Потому что проблем много. Проблем много, мы все работаем, вы в первую очередь работаете, но тем не менее в процессе работы возникает очень много проблем, которые не каждый сельхозтоваропроизводитель может достучаться, наверное, до большого начальства в Махачкале, то есть и занятые люди, наверное, иногда бываем. Поэтому мы хотели вот так собраться, чтобы вот для этого пригласили Россельхозбанка представителя, потому что очень много вопросов возникает по банковской системе. Сегодня мы понимаем, что полное практически отсутствие доступных кредитных ресурсов. Ко мне часто приходит Минсельхоз, у нас проблема, денег нет. К сожалению, Минсельхоз кредиты не выдает. Минсельхоз за последние 2 года лично я подписывал не менее 40-50 ходатайств по инвестиционным кредитам, но, к сожалению, и по сегодняшний день эти хозяйства деньги, льготный кредит не получили. Хотя по всей стране сегодня идет льготное кредитование до 5%. Вот такие проблемы есть, поэтому мы собрались. Я что хотел бы сказать. В принципе, у нас на 2020 год, еще одну информацию хотел вам дать, у нас меняется сама государственная программа развития сельского хозяйства. Меняется это в первую очередь в Москве, изменения происходят, автоматически должны мы эти изменения у себя производить. Но она по своей сути, там, наверное, в целом ничего не меняется, там просто документально, там технически, там есть название, которое там меняется по направлениям. Там. В целом та же самая поддержка по растениеводству, по животноводству, виноградарству, там, садоводству и так далее, она в принципе вся сохраняется. И мы на сегодняшний день, уже заканчивая год, можем сказать, что мы, сделав анализ, где-то, допустим, идет более такое сильное развитие, допустим, в частности по садоводству у нас сегодня острая нехватка денег, даже там порядка 120-130 миллионов рублей перекинули и там с виноградарства, из других отраслей перекинули на садоводство, и то у нас денег не хватает, мы
как я знаю, мы с министром и недавно вот собирались заместители, мы в первую очередь решили в этом году, значит, выдавать субсидии по уходу за садами и поддержать там суперинтенсивные сады, которые очень большие, затратные, а все остальные сады, которые закладываются, будем их финансировать весной. Вот. В то же время у нас есть, допустим, проблема по освоению денег, например, там, по молоку. Допустим, я понимаю, что, например, в Южном Дагестане это, как бы, может быть, не так в Южном округе это востребована, эта субсидия, как, допустим, на севере, да, условно, Кизляр, Тарумовка, там, Хасаютовский район, Буйнакский район. Там больше у нас поголовье, более, значит, занимается молочным скотоводством. Но, тем не менее, такие проблемы у нас есть. Вот. У нас, я понимаю, что если низменную взять территорию, у нас сегодня здесь идет развитие садоводства и виноградарства. Ну, более в горах, допустим, есть овцеводы. Вот. У нас очень много, кстати, проблем в этом году получились по субсидии по овцеводству. Может, даже здесь в зале есть такие люди, которые не получили эту субсидию. Это самое, если это будем разбираться сейчас. Вот. Но очень много вопросов, проблем возникает в получении субсидий в части. Вот, проблема номер один, это на сегодняшний день, который мы видим, это вопрос по имеющейся задолженности по налогам. К сожалению, федеральный закон говорит о том, что если даже рубль задолженность есть, условно, да, Минсельхоз субсидию давать не может. Мы с этим вопросом обращались, вот у нас, если помните, вот, ну, вы смотрите телевизор, как говорится, все знаете, у нас большое было совещание в Махачкале, приезжал там первый заместитель председателя правительства России Силуанов, был наш первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбал Хазиевич Хатулов. Мы этот вопрос ставили, мы даже письменно обратились, и Хатулов нас поддержал, чтобы нашим сельхозтоваропроизводителям до 10 тысяч рублей как бы дали вот такую вилку, да, если, ну, это чтобы вот не было препятствий получить субсидию. Потому что мы объяснили, что у работающего человека всегда можно найти несколько рублей налогов. Значит, налоговая инспекция, к сожалению, иногда, даже когда погашает, потом выявляется, что не поступили вовремя, не сели они там через Волгоград или там, я не знаю, Владивосток, откуда они садятся. Но сам факт, что есть такие, но Минфин России на сегодняшний день не поддержал. Поэтому вот такие суровые правила, и вот получается, чтобы сегодня получить субсидию, допустим, условно в ноябре, да, вот, например, неважно, это по садоводству, по виноградарству, на 1 октября должна быть справка об отсутствии полной задолженности. Вот, вот такие правила. Поэтому сельхозтоваропроизводитель, ну, как бы работает, вылазят какие-то налоги, он не получает субсидию, вот, и возникают определенные проблемы. Эти проблемы тоже у нас есть. Есть проблемы, допустим, вот здесь ветеринарная служба есть по Меркурию. По Меркурию есть вопросы. Вы понимаете, что это продовольственная безопасность. Вот недавно, вы знаете, что был случай сибирской язвы, там его, я не знаю, там по всей республике показывали, сколько совещаний собирали. Кстати, что удивительно, до сих пор эту шкуру не нашли, хотя Министерство внутренних дел тогда как бы, ну, сказало, что обязательно найдут, уже там такая работа проводится, но и так и не разобрались, откуда этот скот попал, как он попал. И вообще уже даже есть сомнения, этот ли скот был заражен или вообще другой, да, вот настолько все это запутано, но тем не менее, я это к чему говорю, что по Меркурию должны все быть зарегистрированы. По Меркурию должны быть зарегистрированы. Это обязательное, как говорится, условие. И вообще надо, вот кто занимается животноводством, мы уже сколько говорим, надо как-то это, вот у нас же как селение, мы же прекрасно понимаем, сейчас любое село поедем, скот во дворе порезали, как говорится, и где-то продали и так далее. Нету никакой там, ну, отведенного места, санитарных, допустим, норм и так далее. Может, мы так привыкли, но когда это все гладко проходит, это никто не обращает внимания. Если какой-то, не дай бог, вот такая вот, ну, болезнь какая-то, сразу уже и правоохранительные органы, и ищут всегда крайнего, допустим. Да? К сожалению, крайний становится тот, кто работает. Человек, который вырастил, допустим, бычка там, или, там, я не знаю, там, с кем-то контактировал, может быть, ну, очень много скота завозится, вывозится. Это тоже, ну, это большие проблемы, это как бы связаны вот, с нашей ветеринарной службой и Россельхознадзором. Вот, ну,
Мы как-то стараемся этот учет, но каждую голову учет поставить невозможно. Не поставишь, а у нас нет столько ветеранов и нет столько милиционеров, чтобы всю трассу, всю эту границу закрыть, чтобы скот не вывозился и не завозился. Тем не менее, просьба тоже, вот, особенно нашим ветеранным службам, эти вопросы как-то держать на контроле. Вот. У нас ветеранная служба тоже чуть есть определенные проблемы, потому что был комитет, сейчас Минсельхоз передали, сейчас не поймешь, что дальше будет. Это самое, это копеечные зарплаты, помещения, как говорится, никуда не годятся. Мы эти все проблемы знаем, поэтому если мы требуем, мы уже так ставим вопрос. Если с нас требует то, чтобы это все было цивилизованно и в рамках закона, тогда надо обратить внимание в первую очередь на тех людей, которые этим занимаются. Да, надо заплатить, как говорится, достойную зарплату, обеспечить транспортом, обеспечить, как говорится, элементарными техническими, ну, как говорится, вопросами, а потом спрашивать человека с этой работы. Так, есть вопросы, проблемы, которые мы сталкиваемся там, земельными вопросами, регистрация земли. Вот, эти тоже вопросы часто, которые, ну, я сейчас говорю о тех проблемах, которые, вот, например, сидя, ну, как бы в кабинете работаем, мы, как бы, кто приходит к нам, сельхозтоваропроизводитель, сельхозтоваропроизводитель приходит к нам с одной целью, он хочет получить государственную поддержку. И вот когда он ее не получает, возникает много вопросов. Вот, поэтому я говорю о тех проблемах, которые почему не получают. Вот вопросы земли, регистрации земельных участков, вопросы налогов. В принципе, это основные вопросы. Все остальные вопросы, ну, по факту, то, что выполнена работа, это элементарно проверяется там с выездом на место и так далее. Поэтому мы уже который год говорим, скооперируйте людей. В этом году мы раздали, я к вашему сведению говорю, 200 с лишним миллионов по кооперации денег, по СПОКу. Ничего сложного нет. Никакой проблемы получить деньги нет. Я не знаю, может здесь кто-то что-то там о чем-то говорит, что это очень сложно. Я вам говорю, что ничего сложного получить нет. Вот мои работники сидят, они, например, об этом знают. Не будем сейчас там ворошить какие-то старые, допустим, там времена или что-то, да, это самое. Я вот говорю вам, что сегодня никакой проблемы получить деньги нет. Создайте СПОК. СПОК создайте, потребительский кооператив. А элементарные условия. Объединяется там, условно, там 20-30 членов, допустим, ЛПХ, открываете юридическую документацию, все. Цель СПОКа для чего? У вас есть, вот здесь вот, сейчас в Сулейман-Ставском районе, здесь сотни человек есть, у которого там 50 соток, там, гектар, там, да, сада, допустим, да, он не знает, куда яблоки делать. За счет государства вот, объедините этих людей, постройте там, я не буду говорить там, понятно, что не у всех есть деньги, как у полосы там, или там у другого инвестора, там сотни миллионов, миллиарды вкладывать на хранилище. На 500 тонн же хранилище можно поставить? Такое, там, это самое. Для этого мы даем деньги 60 на 40. 40% это деньги с участием, значит, это самое, ну, членов, допустим, кооператива. Там даже это самое, там 10, по-моему, если не ошибаюсь, там это самое, вот. И плюс 30 можно как заемные, допустим, средства. Ну, 40 в целом уходят средства. 60% от государства мы даем. Не надо проекты давать на сотни миллионов. Дайте создайте СПОК, который претендует на 10 миллионов рублей. Мы даем 10 миллионов, там 5-6 миллионов, вот, создаете, итого 16 миллионов вкладываете. Сделайте небольшое хранилище, небольшую там переработку, там даже транспорт можно купить. Вот официальный вот транспорт, например, «Газель» покупаете, который перевозит эту продукцию холодильным оборудованием там, или другим. Допустим, да? Вот в Кизлёртовском районе прекрасные 2 СПОКа создали, получили деньги. Сейчас в Кизлярском районе создали, например, ну, там они молочники, да, скажем так, у них там другое направление, они переработку молока, там, продукцию сыры делают и так далее. Но в Южном Дагестане, наверху же в горах тоже есть это самое же, вот есть же поголовье, есть же некуда деть, например, сыр, мясо, ну, возьмите. У нас в Хунзалском районе позапрошлом году СПОК был, 2 миллиона 800 тысяч получил. Да, это самое так. Вроде, ну, ничего, да, он сегодня на выставках участвует, он там всякие вот эти, как говорится, там, из облепихи делает там, ну, там, варенье там и так далее. Небольшую переработку открыл, потихоньку человек развивается. Это, там нет ограничений, мы можем там, допустим, до 70 миллионов дать по СПОКу, но пускай претендует на миллион, на 2, на 3. Я уже, вот я 6 лет работаю в Минсельхозе, я уже 5-6 раз в Юждак приезжаю, допустим, да, я с главами встречался, вот, проводили мы там и деревеньки большие кустовые и так далее. Вот с первого дня кооперации
Я вот всем говорил, ну давайте вот мы, как говорится, вот, тем более у нас и, как говорится, за мой быт нас два руководителя, министра были, как говорится, с Юждага, да, условно. Вот, да, это самое, как Мусафин Диаблу Мечидович, вот Керимхан Сайдахмедович. Я говорю, давайте вот, ну, найдите людей, мы готовы помочь. Почему только Кизлютовский район должен по кооперации получать? Мы готовы любому, Куратский, вот Высокогор, Ахтынский, Сулейман-Стальский, Магарамкенский, пожалуйста, приходите. Я это к чему говорю, потому что, вот, например, отчеты годовые, вот, видишь, Куратский говорит мне по отчетам, например, надо, да, я понимаю, потому что вот проблема у начальника УСХ сдать годовой отчет. Почему? Потому что его подводит сельхозтоваропроизводитель. Не отражает. Статистикой ужасная ситуация, если честно сказать. Почему-то такое мнение, что если вот у человека есть, например, там, ну, там 100 голов овец, да, он должен их спрятать. Никто же с него налог не берет. Укажите то, что реально по голове есть. Вы же помните, сколько это самое, да, анекдоты шли, вот 5 миллионов овец в Дагестане там нарисовали и так далее, и так далее. Я вам слово даю, что была создана комиссия прошлым министром Амурслием Мухудиновичем совместно с представителями МВД там, и так далее, да. Мы, не посчитав 3 района, 4 миллиона 300 тысяч овец, вот их вот так вот, как говорится, 6-7 месяцев считали, их же за один день не посчитаешь. Они есть. Реально есть. У нас есть, например, и овца есть, и крупный рогатый скот есть, и сады есть, и там виноградники есть, и все у нас есть. Просто, ну, где крупные хозяйства, да, они отчитываются, показывают. Мелкие хозяйства, многие в тень ушли, допустим. Есть такие моменты тоже. Многие в тень. Я знаю, почему ушли. Субсидии не получили, а если я их тоже понимаю. Что ему 30 там, с лишним тысяч в год платить за, как говорится, хозяйство, например, да, это самое, ну, налоги, чем, например, если он не получает, допустим, субсидии. А субсидии не получает в большей части из-за земельного вопроса. Он работает, земля чья-то, он ее оформить не может, эти проблемы есть. Они больше на северной зоне, чем у вас. Там вообще это, у нас есть хозяйство, которое 10 тысяч гектаров СПК имеет, 3 человека работают СПК. Все, никакой деятельности нет. Он отдал вот, работающим людям по 1000 гектаров. Вот. А они субсидию получают, потому что земля не ихняя. Они просто вот как наемные, да, скажем. Вот такие вопросы есть, поэтому у меня просьба такая к вам. Прежде чем вот, мы перейдем, как говорится, к диалогу, я вас очень прошу, вы не теряйте время, потому что мы не знаем, эта помощь государства, она еще долго будет или нет. Вот на сегодняшний день, вот последние несколько лет, и на сегодняшний день, вот, например, да, вот, ну, Москва, скажем, вот, Минсельхоз, Россия, они вот по всей стране, в принципе, дают неплохие деньги для того, чтобы поддержать наших аграриев. Вы же знаете, например, по садоводству нормальная ставка, допустим, как бы, ну, более-менее идет. По мелиорации 70% мы сегодня субсидируем. 70% работ, которые, допустим, не знаю. Нам в этом году глава республики вообще такого случая не было. 500 миллионов выделил дополнительно денег на мелиорацию. Это республиканского бюджета. Это кроме того, что у нас есть там порядка там, 250 миллионов федерального бюджета, нам 500 миллионов дал. 500 миллионов дал. Вот сейчас, вот, например, мои коллеги, я сам лично вот 2 недели назад, потому что не успевает. У нас управление мелиорацией, это вообще в этом, там тоже работает 8-9 человек. Вот я как заместитель, хотя я не курирую эту мелиорацию, я выезжал в Ногайский район, Тарунский район, инспектируем, проверяем, потому что уже конец года нам надо осваивать деньги. Нам надо осваивать деньги. Как раньше, бумагу принес, работу не сделал, освоить не получается. Не получится. Но тот, кто человек работу сделал, чем раньше, чем как раньше было, сегодня получить намного легче. Условий никаких нет. Ничего от вас не нужно. Я вам прямо говорю. Вы только приходите, принесите нормальный документ, получите свои деньги. Если хоть один работник Минсельхоза, я сельхозтоваропроизводитель обращаюсь, или, например, там УСХ, или кто-то, например, да, вам сельхозтоваропроизводитель скажет, что кому-то чего-то где-то нужно, вот я вам как мужчина говорю, что вот я вот там в Минсельхозе, есть министр, есть заместитель, приходите и самое так, мы разберемся. Вы только документы дайте нормальные и покажите свою работу, получайте деньги. По мелиорации, я сейчас в данном случае говорю, по садоводству говорю, по виноградарству говорю, по всем этим вопросам. Вот. Я сюда не пришел заигрывать или там, как говорится, там, или там говорить одно, а делать другое. Я вам как, потому что завтра любой человек может на меня
увидеть где-то, да, вот, здесь половина людей, как говорится, старше меня возраста. Мне надо отвечать за свои слова. Поэтому я вам говорю открыто прямо, что мы готовы вам помочь. Пожалуйста, работайте, собирайте документы. Да, документами проблем много, есть вопросы, к сожалению, сам этот, мы сейчас МФЦ тоже как-то работаем, я не знаю, УСХ тоже, к сожалению, проблемы большие. Мы с главами говорим, ну хорошо, допустим, спасибо там главе Сулейман-Стальского района, он как-то там поддерживает свое УСХ. Там Ахтынский, допустим, зная, как бы, да, там, поддерживает. У нас есть вообще в Дагестане УСХ, где главы вообще уничтожили эти УСХ. Объединились, с чем только не объединились, с торговлей, молодежь, там, я не знаю, там все вместе в кашу засунули, и как бы специалистов нет, транспорта нет. Там много вопросов есть, которые, поэтому УСХ тоже, например, это мои, в первую очередь, как говорится, коллеги, да, это наши работники, мы хотим их поддержать. Мы обращаемся там, просим глав, просим, допустим, чтобы агроном обязательно должен быть, зоотехник должен быть, бухгалтер должен быть, экономист должен быть. Если их нету, как они могут, кому они могут помочь? Какому сельхозтоваропроизводителю? Поэтому много проблем тоже в этом месте, но тем не менее УСХ я хочу обратиться к начальникам. В любом случае за сельское хозяйство района отвечает его. Поэтому разговаривайте с главами, убеждайте их. Если наша помощь нужна, мы готовы в этот район приехать. Я лично приеду в любой район, там, где глава района, например, не слышит совсем начальника УСХ. Буду просить его. Я могу только просить. Глава района, он ко мне отношения не имеет, он не подчиняется мне, он самостоятельный, как говорится, человек, выше меня должностью. Но я буду просить, чтобы он поддержал УСХ, потому что от работы УСХ зависит помощь этому сельхозтоваропроизводителю. Поэтому спасибо. Извиняюсь, что, может быть, много говорил и отнимаю ваше времени. Я бы сейчас хотел бы перейти к такому формату, да, чтобы любой здесь сидящий представился, встал, как говорится, да, и, какие вопросы, что бы хотел бы обсудить сегодня с нами, какие проблемы есть, сказал бы открыто, и чтобы мы, потому что если вопросы есть, которые я не могу ответить, есть какие-то специалисты наши, постараюсь сам какой-то вопрос ответить. Если там проблемы есть, зафиксирую, чтобы я мог, допустим, условно там завтра на работе поднять там любого отрасляка и сказать, вот такой-то КФХ, есть какие-то проблемы, почему и как разобраться. Договорились? Можно так сделать? Поэтому, пожалуйста. Сейчас программа изменилась. Кстати, спасибо хочу сказать Сулейман-Стальскому району, главе, пойму, другу, наверное, Ахтынскому главе хочу спасибо сказать. Это двое глав, которые не просто нас послушали, а сделали. Сделали в первую очередь для себя, для района. Их два проекта по устойчивому развитию сельских территорий, они уже практически прошли в Москве отбор. Сейчас ситуация такая. Сегодня Минсельхоз не может приехать, просто захотел, Шамиль, кто бы ни был, неважно. Табасранский район, площадку мы уже отдельно не строим. Сейчас уже идет комплексное развитие, то есть новая программа, ваш глава знает, он этим занимается, он на этот следующий год будет стараться. Сейчас вопрос такой, допустим, сельское поселение, да? Там нужно сделать проектно-сметную документацию, чтобы в этом сельском поселении, сейчас даже изменили программу, сейчас даже мы за счет этого можем купить медицинскую машину скорой помощи, делать уличное освещение, сельские программы. Был ФАП, сейчас амбулатория будет называться, там и по размеру будет больше, и по оборудованию. И это спортивный детский сад можем строить, допустим, да. То есть два района оперативно спонсора нашли, кого не знаю. Минсельхоз, к сожалению, наш Дагсельхозстрой, у нас деньги на ПСД нет. Москва, что знаешь, от нас требует? Чтобы я приехал, сказал, Табасранский район, допустим, село. В этом селе допустим, надо потратить там 50 миллионов. На что? Строим амбулаторию, строим это футбольное поле, строим там дом культуры маленький, то есть купе все, понимаете, да? И этот проект, допустим, на этот проект надо условно 500-600 тысяч рублей потратить, к примеру, да, с бюджета района. Его сделать, Москва сегодня готова. Если вчера телевизор смотрели, Медведев был в Алтайском крае, да, это по сельским территориям и так далее. 36 миллиардов рублей выделено на целом. 1,5 миллиарда на Республику Дагестан планируется. И больше половины, а проекта нет.
Пока планируется, есть только Ахты, есть Сулейман-Статский, допустим, район. Поэтому сейчас, допустим, занимается этим, там, я знаю, упорно, ну, очень сильно, это Каратакенский этот район. Сейчас Магарамкентский район, этот, ну, как бы, тоже там подключился, это самое. Пожалуйста, я не говорю, что вы там на 500 миллионов проекты делали, нет. Но в бюджете же района можно, сделайте на 10 миллионов проект. Сделайте, что вам, например, в районе, в одном населенном пункте, ну там хотя бы там должно быть там условно 500-600 хозяйств, да, допустим, что как-то было, да, например, а там где 100 человек, например, государство же деньги не будет тратить, например, хотя их тоже надо поддерживать. Ну, чтобы как-то сказать, вон там сделайте проект, чтобы амбулатория и спортивная площадка. Или, например, ФАП есть, допустим, там спорт есть, там дом культуры маленький, там допустим, да, не там отремонтировать или там построить и так далее. То есть районы сейчас должны, мы с районами работаем, мы уже неоднократно совещания провели, сейчас этот год как первый начинающий, на 20-й, на 21-й, чтобы ну, уже войти, Табасаранский район участвует. Ваш министр был, когда мы проводили видеосвязь там, с Москвой и так далее. Кстати, был один из немногих глав, который сам лично не отправил там. У нас были мы по строительству говорим, а зам приезжает там, или начальник УСХ, причем начальник УСХ. Начальник УСХ, он там агроном, зоотехник, а это строительство. Поэтому ваш глава был, поддержим, поможем, это самое, обязательном порядке. Обязательном порядке. У нас в каждом районе какой-то объект есть, водопровод есть, газопровод есть, там это самое, что-то, ну, есть. Мы сейчас подняли долгострой, который, допустим, там, ну, когда-то начинали, да, делать. Республика, в принципе, деньги дает, мы помогаем. Хотя есть такие объекты, которые там, ну, лучше их не делать, да, например. Там фундамент зарыли, школа, а проект, допустим, 20 лет назад. Сейчас новые проекты, допустим. В Табасаранском районе, вот, не Табасан, в Хивском районе, Куштиль, вот эту школу, допустим, построили. Там, пока его строили, проект устарел, туалета нет внутри, допустим, да, туалет на улице. Санэпидстанция не принимает, допустим, такую школу. Ну, говорят, слушай, ну, школу построили, а как через ломать, где вот туалет, допустим. Там вот такие вопросы тоже возникают. Поэтому я считаю, что если что-то делать, да, сегодня, нужно сделать новый нормальный проект, допустим, да, отвод земли там обязательно должен быть. Поэтому глава ваш занимается. Вот где вы хотите спортивную площадку, там должен быть отвод земельного участка, зеленка через регистрационную, да. Мы же, Москва же так не примет, и другие объекты. Мы, иншаллах, в 2020 году по Табасаранскому району вот этот обязательно один объект, такой купе имеется, то есть с учетом футбольного вот этого поля мы включим. У нас есть маленькие хозяйства, у нас есть мелкие хозяйства, ЛПХ, который хочет 500 тысяч, правильно, условно, кредит получить, например, да? До года. Он хочет сезонную работу. У нас есть хозяйство, смотри, кредит же тоже разный бывает. Вот, например, вот сейчас, например, вот уже сегодня мы были, да, яблоки собрали, уже на второй день работать там надо. На второй день надо. Если ты со следующего дня работать не будешь, до следующего году урожая не будет. К примеру, да, зерно, например, там, допустим, сеять, да, и так далее. Есть сезонные работы, которым людям, например, нужно вот весной получить условно 500 тысяч хозяйств, да, там миллион, горючее купил, то купил, это купил. Осенью, когда у него там уже все сдал, собрал, он может вернуть. Вот таким хозяйством просьба к вам, надо как-то вопрос решать. Потому что если мы сегодня, вы понимаете, здесь еще один момент есть, да, чтобы ты понимал, я вот руководитель то, что я сказал. Вы поймите одну вещь, в любом случае, да, название банка какое? Россельхозбанк. И даже нам стыдно, например, да, в Минсельхозе, приглашать Сбербанк или там другой какой-то банк, чтобы, допустим, он нашему сельхозработнику, да, предприятию дал кредит. Мне, например, лично стыдно. Почему? Потому что Россельхозбанк создавался именно для аграриев, допустим, страны, для людей, которые живут на селе, чтобы им, допустим, помогать. А вот это, конечно, чрезмерная, допустим, отчетность, там, допустим, да, там, вот это, то, что это финмониторинг, понимаете, да, там, у нас же тоже, видите как, сейчас у нас, вот, например, нас же перевели на карту МИР, правильно же, да, бюджетники, зарплату, все получаем по карте МИР, например, да, ну, там нас отслеживают, завтра мы, допустим, там где-то, сейчас, где-нибудь чай пойдем попить, там будут нас отслеживать. Ну, государство так как бы потихоньку, она ужесточает эти вещи, поэтому, например,
Вот банку тоже, например, как говорится, получается, вот обналичка, понимаете, да, вопрос стоит. А почему проблема, я скажу, у вас? Вот, например, получаете вы деньги, например, да, вот сейчас заработают по посадке садов. Например, 50 гектаров садов или винограда посадить, сколько человек задействовано? Условно. 50 человек задействовано? Задействовано. А вы когда документы или там вообще показываете, вы показываете 5 человек там. А зарплату вам надо 50 человекам заплатить, правильно же, да? Наличку вытащить. У вас почему возникает проблема? Потому что они на зарплату требуют кому такую зарплату, да? Кому зарплату дают? На зарплату, если у вас все 50 человек оформлены, и эти люди поработали, если такая проблема есть, что Россельхозбанк не дает, пожалуйста, обратитесь, я думаю, такой проблемы нету и быть не может. В следующем году нам сейчас уже дают 100 миллионов рублей на субсидирование техники, чтобы вы знали. Мы сейчас изменяем ситуацию. Если мы раньше субсидировали технику стоимостью до 3 миллионов, мы сейчас изменения вносим, которые стоят до 8 миллионов, то есть более крупные. Поэтому мы вам будем 50%, это не агроснаб, не что-то. Вы можете условно взять у него кредит под технику, они будут под технику давать, вот, например, новые, допустим, вот комбайн, да, условно, трактор покупаете, стоит 5 миллионов. Вы берете кредит, да, допустим, купили эту технику, его надо полностью оплатить, полностью. Приходите к нам, мы вам 2,5 миллиона рублей возмещаем. Если вы, конечно, сельхозтоварный производитель, и как бы, вот вы считаете, если, например, 5 миллионов, например, еще залоги техника, вы 2,5 сразу вернете, у вас остается как бы, ну, 2,5. Даже если у вас, я говорю, собственных средств нет. Если есть собственные средства и без кредита еще как бы, да, в смысле, понятно, что лучше, да, это сам. Вот, поэтому по технике, вы, пожалуйста, соберите вот УСХ, вы сельхозтоваропроизводитель. Если в этом году у нас было 20, мы даже добавили, сейчас почти 40 даем. Покупаете, может, вы и не знаете, у нас есть такая программа с республиканского бюджета. Ровно 50% мы возмещаем это сам. Купите там, ну, сейчас же нормальный трактор все равно, ну, стоит, вы знаете, сколько денег, да. Это сложно его купить, я понимаю. Меньше, чем там несколько миллионов, техники нету. 1,5-2 миллиона, 3-4 миллиона. Там комбайн, я вообще молчу, там сколько стоит. Но тем не менее, что мы можем сделать? Мы 50%, мы в этом году, вот сейчас Минфин, вчера я был в Минфине, поддержал, 100 миллионов денег мы берем на субсидирование техники. Что начиная с 2016 года изменился порядок кредитования, так в рамках постановления правительства 1528 кредиты предоставляются по льготной ставке до 5% годовых. Отличием данного вида кредитования является получение субсидий с Минсельхоза России напрямую банкам, что сделало возможным снижение процентной ставки. Сроки предоставления данных кредитов до 1 года на пополнение оборотных средств и на проведение сезонных работ. И начиная от 2 лет до 15 лет идет на инвестиционные цели. У данного кредита есть особые условия, такие как это перечень целевого направления денежных средств строго ограничен, требуется одновременное согласование с Минсельхозом России, данным реестром, возможен переход с льготной процентной ставки на коммерческую, требуется регулярно подтверждать отсутствие задолженности по налогам и сборам на всех уровнях, обладать статусом налогового резидента Российской Федерации и отсутствие просроченной задолженности по налогам. Кредит выдается под залог имущества. Кредиты на проведение сезонных работ предоставляются на приобретение ГСМ, на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, семян, на приобретение молодняка, также на приобретение продукции для ее дальнейшей переработки. Также предоставляются на инвестиционные цели кредиты, на приобретение техники и оборудования, на приобретение племенного скота сроком до 5 лет, на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, теплиц, овощефруктохранилищ и на закладку многолетних насаждений сроком до 15 лет. Но я скажу, что у нас возникает в работе с данными заявками, когда люди обращаются к нам. В силу того, что
у нас как бы действует коммерческая тайна. Я не могу озвучивать на примерах каких-то хозяйств, у кого там получилось, у кого нет. Есть предприятия, которые работают, могут предоставлять документы, а некоторые, соответственно, идут и исправляют. Одной из самых распространенных проблем, наблюдается непредоставление достоверной информации, то есть финансовой отчетности. Это особенно у предприятий АПК. То есть, соответственно, он приходит к нам, когда уже ему нужно вот через неделю, через 2 получить кредит, предоставляет документы, мы ему даем перечень. По финансовой отчетности смотрим, мы же понимаем, что он это не отображает всю информацию достоверную. Расходятся все данные, мы отправляем, соответственно, его переделывать. У него это занимает время. Он не может найти нормальных специалистов, которые могут помочь ему в этом вопросе. И дальше еще я перейду по данному вопросу. Потом второе, то, что у него отрицательная кредитная история по уже ранее взятым обязательствам, были допущены просроченные платежи, либо были произведены пролонгации действующих кредитов. Также, как вы отмечали, это проблемы с недвижимостью, с регистрацией земельных участков, животноводческих помещений. Далее, наличие судебных разбирательств и задолженность по налогам и сборам. Учитывая, что данные проблемы, они носят общий характер, мы совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Дагестан мы создали рабочую группу по обучению населения, по обучению выездные обучающие семинары. При Минсельхозе Республики Дагестан создан центр компетенции, руководитель Джамал Ахмедович. Мы совместно с ним выезжаем по всем районам Дагестана. Мы уже запланировали Хивский район, Табасаранский район. Мы уже провели таких семинаров более 20. И там на месте мы обмениваемся номерами телефонов и уже непосредственно отвечаем на все интересующие вопросы. На этих мероприятиях все присутствуют, и главы районов бывают, и сами фермеры присутствуют. А можно вопрос задать, да? Вот вы же провели уже это? Да. Вот результат дало это? Конечно. Да, результат дало. Нами уже готовятся кредитные заявки, которые непосредственно Джамал Ахмедович курирует. И, допустим, не каждый может предоставить грамотный бизнес-план на реализацию своего проекта. И Центр компетенции в этих вопросах помогает и готов оказать содействие. Процентная ставка 4,5%. Это на сезонные работы до 3 миллионов рублей. И нам требуется ходатайство с Ассоциацией фермерских хозяйств. Но вы мне поверьте одну вещь, да? Вот убедитесь сами. Вот, чтобы кто хочет кредит получать и вообще работать Россельхозбанком, да, я с чего начал, с тем, как говорится, самое. Если у вас, вы создадите кооперацию, да, спорта, и объедините туда людей, даже получить кредит, у вас будет намного больше шансов. Намного больше шансов. Потому что от спорки кредитования, она идет более легче, потому что там ни одного человека залог. Вот представьте себе, например, члены кооператива, допустим, там 40-50 человек, да, например, да? Там, в принципе, уже совсем другая ситуация. Одному фермеру тяжело, допустим, там залог, да, к примеру, такой обеспечить. А когда по кооперации, и тем более кооперация деньги на что дает? На закупку нового оборудования, на хранилище, да, допустим, там. Они под него, пожалуйста, вот договор на покупку оборудования. Ты что, на рынке не покупаешь оборудование? Ты его покупаешь у завода-изготовителя. Если он видит, что ты его покупаешь там за 5 миллионов, например, оборудования, уже у тебя контракт есть, договор есть, вот тебе залог, это же оборудование, допустим, технику покупает. Кооперируйтесь, пожалуйста, потому что вот эти все субсидии, которые, например, да, вот сегодня говорим, это грантовая поддержка тоже, она временная. Мы в итоге перейдем, государство перейдет, они почему гранты дают? Потому что они хотят, вот эти начинающие семейные фермеры, чтобы они объединились, укрупнились и кооперацию вошли. Кредит легче получить под конкретную программу, по переработке, допустим, по той, опять же, не на откорм скота,
Если даже вы откармливаете скот, допустим, да, вы создаете, вот как Буйнацкий, допустим, по кооперации, он откармливает скот, открыл там переработочные холодильные установки поставил и производит тушенку, колбасы, там, ну, продукцию, допустим, да, как бы это. Вот тогда под это оборудование кредит легче получить. И тогда и грант тоже мы дадим тебе с удовольствием, зная, что ты этот скот порезанный, ты этот мясо, как говорится, сам. А так мы твое количество скота никогда не определим. Не должен фермер в Махачкалу ездить за 200 километров. Не должен. Вот сидит мой коллега по виноградарству, он неделю, 5 рабочих дней, 2 выходных, да, по закону. А он все 7 дней работает. Он выезжает, вот сейчас уборка, имеется в виду, пора вот это закладки, он ездит на проверки, допустим, садов. Человек приедет, он где его найдет, допустим, да, пример. Поэтому мы его, вот я его взял, чтобы сказать, если по виноградарству, допустим, условно есть какие-то, ну, там вопросы, например, да, чтобы они вот, он записал себе, например, и у себя там отметил, проверил документы или там что-то или чего. А тут получается, там, этот самый, 4-5 начальников УСХ, как говорится, там, кого попросили, соседа, друга взяли, привезли, это самое. Мы же сюда не Хинкал приехал покушать, я просто могу приехать в Лимонастарский район, покушать, посидеть, отдохнуть, допустим, у меня проблем с этим нет. Я приехал, чтобы увидеть, например, своих коллег и увидеть людей, которые на самом деле, что для чего я, например, банк попросил. Чтобы сюда сегодня пришел человек, который говорит, вот у меня документы есть, у меня это тоже есть, я вот сегодня прошу вас помочь мне получить кредит. Вот такой человек мне сегодня здесь нужен, для того, чтобы, вот я его попросил, как коллегу, сказал, давай вот сейчас отсюда прямо его заберем в Махачкалу, да, и постараемся сделать так, чтобы он в течение недели получил какие-то, допустим, если это, ну, в рамках закона более-менее возможно. А так приехать, что это самое, чтобы там с умным видом мне, допустим, здесь что-то там вам рассказывать, или вы там послушали, убежали, не для этого же формата. Людей пригласить, коллег, которые, например, что-то, это самое, как его, реально вот есть проблема. А я знаю, что здесь 1000 проблем есть. Вот у человека есть проблема, ему некуда шерсть деть, к примеру, это проблема. И я ему даже и помочь, к примеру, не могу, но я постараюсь там что-то, как-то вот, например, эту ситуацию, где-то что-то помочь. Все, что возможно сделать. Это проблема, я вижу. Там, допустим, есть другая, там, по Россельхознадзору проблема, Дербенский район проблему, допустим, поднимает. Что, в Магарамкентском районе проблем нет. Я сейчас позвоню главе, своему другу, спрошу у него, если у него все хорошо, никаких вопросов нету, все нормально, дай Бог им здоровья. Но есть же проблемы, есть же, они же не уходят, они же, как говорится, не, это самое. И об этом даже совещании не знают те люди, у которых есть проблемы. Здесь вот в основном, как бы, это, ну, собрались те, ну, скажем так, солидные там люди, вот, связанные с УСХ, начальниками, я никому не обиду говорю, например, да, это самое, это, хорошие люди собрались, которые уважение сделали мне за то, что я с Махачкалы приехал, чтобы меня послушали. А цель не такая. Телевидение объявить. И телевидение, что объявлять, это что, всероссийский масштаб, что ли? Мы, вот, например, позвонили, вот я для примера скажу, Левашак, например, сделали, да, вот мне коллеги показали, 150 человек, допустим, там в маленьком зале, ну, с горных районов, допустим, пришли. И пришли, опять же говорю, конкретно с вот таким-то вот, ну, вопросом. Вот этот вопрос надо решить. Мы же приехали, чтобы что-то, ну, решить реальное, там, допустим, это самое, как его это, ну, помочь имеется в виду. В кабинете здесь сидя, я что, допустим, решу? Мы стараемся по всем видам, как говорится, направления оказывать всяческую поддержку. Приходите в любое время в Минсельхоз. У нас было какое-то время, когда там приемный, ну, понятно, министра там физически просто ход ты вот убей невозможно. Он иногда, кто бы там министром не был, мы его видим после 6 вечера, да, потому что он целый день там совещание, представь, как появится, угловые какие-то вопросы. Да. Рабочий день у нас иногда начинается с 6 вечера, и мы работаем до 10, до 11, да, как бы ночи. И без выходных, и все такое. Но заместители мы там, начальники управления там, отделов там. Пожалуйста, вы в любое время приходите. У меня, например, лично и у моих коллег нету приемного дня. Было одно время там по четвергам, мы это убрали бумажку, потому что я не могу, например, если человек приехал, допустим, с горного района, сказать, что у меня неприемный день. Ну, это вообще смешно. Он плюнет, скажет, что за вообще это отношение такое. Поэтому, когда мы на работе, у нас все время приемный день, приходите.
по любым вопросам, обращайтесь. Нет, секунду, пожалуйста. Особую благодарность хотел я выразить вот Сулейман-Стальскому району, то, что мы сегодня здесь, да, вот администрации, главе, вот всем нашим коллегам, потому что они вот, как говорится, я позавчера позвонил, я говорю, вот так хотели бы, как бы, мы почему Касумкент выбрали, как-то вот, ну, чуть-чуть, думаю, более в середине, да, там, например, там, Дербент, отсюда дальше ехать и так далее. Поэтому им тоже большое спасибо хочу сказать. И если вы хотите, 2 слова. Конечно, скажу, сегодня хочу выразить большую благодарность нашим гостям, которые приехали с Махачкалы, Шамилем Захужеван, Нами Курбанжеван, нашим коллегам, нашим Серхату Виту от имени главы муниципального Романа Шевченковича. Он сегодня в Махачкале, вчера, сегодня поехал. Это важная программа, за открытый диалог, который надо поддерживать наши сельхозтоваропроизводители. Удачи, успехов вам и вам большое спасибо.